Теперь, когда вы знаете, как использовать основные типы данных и основные операции с этими типами, сегодня мы рассмотрим условные обозначения и циклы, которые обеспечат способ выполнения вычислений, который вы не могли бы представить себе без компьютера. Первым делом мы поговорим об условных обозначениях или утверждении f. В общем, мы говорим о том, чтобы добавить еще несколько строительных блоков к вашим базовым навыкам программирования. В прошлый раз мы говорили о примитивных типах данных, математике, текстовом вводе-выводе и операторах присваивания. Это в значительной степени то, что вы получаете калькулятором. С условными обозначениями и циклами действительно, если мы идем в бесконечность, как вы увидите. Хорошо. Итак, идея условных обозначений и циклов связана с потоком управления в компьютере. Это последовательность операторов, которые фактически выполняются в программе. С помощью условных обозначений и циклов мы можем организовать поток управления. Раньше, в предыдущей лекции, у нас было то, что называется потоком управления прямой линией, где мы просто выполняли одно утверждение за другим, и все наши программы были такой формы. С условными обозначениями и циклами мы можем иметь гораздо более сложный поток управления, который позволяет нам выполнять гораздо более широкий набор вычислений, и это то, что мы рассмотрим далее. Итак, самый простой оператор, о котором можно говорить, называется оператором if, и именно там мы выполняем определенные операторы в зависимости от значений определенных переменных. Мы оцениваем выражение, и если оно истинно, мы выполняем оператор. Итак, вот очень простой пример оператора if. Если x меньше нуля, x равно минус x. Это заменяет x абсолютным значением x. Вы тестируете булевское выражение x меньше нуля, и если оно истинно, то оно устанавливает x в минус x, а если ложно, то оставляет x в покое. В любом случае результатом является то, что x имеет абсолютное значение x. У вас также может быть опция else для выполнения другого оператора, если логическое выражение ложно. Так, например, этот оператор if с параметром else вычисляет максимум x и y. Если x больше y, max равен x, то это больше. Else, если это условие ложно, max равен y, а y больше, вычисляет максимум x и y. Это оператор if. Вот пример оператора if в полной программе для имитации подбрасывания монеты. Все, что мы делаем, это генерируем случайное двойное значение с помощью математики, произвольно. Если результат меньше половины, мы печатаем орел. В противном случае мы печатаем решку. Таким образом, каждый раз, когда мы запускаем это, мы можем получить другой результат. В данном случае орел, орел, решка, орел. Очень простое использование оператора if. Итак, вот еще один пример. Что делает эта программа? Можем ли мы подумать об этом? Но это называется toSort, так что ответ напрашивается сам собой. Он считывает два целых числа из командной строки, а затем выводит их в числовом порядке. Давайте рассмотрим каждое утверждение. А считывается из первого аргумента командной строки, b из второго. Затем оператор if говорит, что если b меньше a, то эти фигурные скобки. Так что это означает? Что вы можете поместить кучу операторов внутри опций для оператора if или альтернативы else. Это может быть последовательность утверждений, и эта последовательность утверждений является одной из первых, которые мы рассмотрели, когда говорили о операторе присваивания, который обменивает а и b, но а в t, b в а и помещает t обратно в b. Затем, как только это будет сделано, если бы b было меньше а, мы обменяем их. Теперь а меньше b. Если бы а было меньше b, мы бы ничего не делали. В любом случае а в конце меньше b, и мы выводим их в числовом порядке. Итак, увидев это, вы можете задуматься о том, как бы вы расположили три числа, целые числа а, b и c в числовом порядке. Так что в каком бы порядке они ни набирались, в командной строке они выходят в числовом порядке. Это небольшая программа с тремя утверждениями if, которая достигает этой цели. Первый делает это просто, но раньше он делает а меньше, чем b. Второй делает а меньше, чем c, и он уже меньше, чем b, поэтому он меньше, чем они оба, а затем третий делает b меньше, чем c. Итак, а меньше, чем они оба, b меньше, чем c, тогда они выйдут в числовом порядке. Итак, это пример использования оператора if, и снова любой порядок, в котором вводятся аргументы, они выводятся в числовом порядке.
Вот пример использования оператора if в реальной программе. Очень типичный пример и одна из причин, по которой мы хотим сразу же поговорить об операторах if. Наша программа, которую мы написали, демонстрируя различные операции над целыми числами, имела возможность деления на 0, и если бы деление на 0 произошло, эта программа потерпела бы крах. Гораздо лучше для программиста, то есть для вас, предвидеть состояние, которое приведет к сбою программы, и проверить его, и предпринять какие-то соответствующие действия, или уведомить пользователя, или что-то еще. В этом случае, если b равно нулю, мы не хотим пытаться разделить или вычислить остаток. Итак, мы заменяем оператор, который сделал деление или вычислил остаток на if-else. Если этот знаменатель будет равен нулю, мы выведем деление на 0 и не будем этого делать. В противном случае мы идем вперед и делаем это. Это гораздо более надежные программы из того, что мы получили раньше. Если мы делаем это с нулем, мы получаем деление на 0 и сохраняем контроль над вычислением. Это хорошая практика программирования, чтобы использовать условные обозначения для проверки и предотвращения ошибок во время выполнения. И это хороший пример этого. Итак, это краткое введение в оператор if.